Это очень Действительно, это, можно сказать, это позорное явление. И я думаю, что она сильно влияет на имидж Таджикистана как государства, который подписал многие международные конвенции, международные документы против борьбы против пытки. И, к сожалению, к большому сожалению, до сих пор в Таджикистане это явление, это вот преступление совершается. Ну, мы знаем, что есть кое-какие продвижения, поскольку правительство Таджикистана имеет много обязательств по этому поводу, и он должен выполнять эти требования. Но, однако, факты пытки во многих правоохранительных органах фиксируются, в том числе со стороны коалиции против пыток. Есть преступления, которые, допустим, если человек, который не имеет должности, он совершает это одно, а когда представители государственной власти, например, правоохранительные органы, они не только обязаны защищать этих людей, они не должны допускать такое явление, такое преступление. И получается, что преступление, которое совершается частным лицом, и преступление, которое совершается представителем госвласти, фактически это от имени власти. Поэтому я считаю, что это не только для жертвы, но для самого сущности Таджикистана, который говорит, что она является демократическим, правовой. Это, еще раз говорю, это позорное явление. И любой, который совершает это преступление, обычно они субъекты больших полномочий от имени государства. Значит, это можно сказать как измена. Вот я бы состав этого преступления считал как измена власти, потому что эти люди, когда приходят в правоохранительные органы, они клянут, они говорят, что мы от имени государства будем защищать права людей. А фактически они совершают это преступление. Это первое. Второе, почему это продолжается? Во-первых, дело в том, что не только должны исполнители, вот те, которые питают людей. Я считаю, что руководители организаций, правоохранительные органы тоже должны нести ответственность. Если они не будут нести ответственности, она ничего не даст. Исполнители одно, а руководители, которые отвечают за защиту прав людей, они должны нести ответственность. Третье, я считаю, что это не только проблема государства, проблема каких-то неправительственных организаций, это проблема всего общества. Гражданское общество не должен допустить это. И вот когда мы видим, где-то совершается какое-то избиение со стороны, допустим, полиции или других правоохранительных органов, в течение месяца по телевидению в этих государствах ведет такая кампания против этого, что и это большая профилактика, а, к сожалению, мы не видим, чтобы средства массовой информации в Таджикистане, особенно государственные, обратили внимание на это. Единственный, кто говорит и делает это независимые журналисты, независимые средства массовой информации. Но вместо того, чтобы государство поддерживало их, часто против них возбуждает какие-то дела, такие иски, огромные суммы. Например, мы помним Рамзию Мирзобекову, которая написала о пытках в Сагдийской области. После этого она имела столько проблем. И поэтому я считаю, что
это явление не должно, такое преступление должно наказаться, считаться преступлением не только против человека, но и против государства. И она должна быть наказуемая. Эти люди не должны попасть к амнистии. В Уголовный кодекс она должна считаться очень серьезным преступлением.